Что ж, а сейчас мы расскажем еще об одном из малочисленных народов России – нагайцах. В Астраханской области их 7500 человек. Они сохранили и свою культуру, и письменность, и национальные традиции. О скромных и удивительных нагайцах моя коллега Марина Лазарева. Традиции предков нагайцы-карагаши помнят и уважают. В день свадьбы, как и 100 лет назад, в доме невесты собираются женщины и девушки. Старшие дают напутствие на будущую жизнь. Младшие наряжают, готовят подругу к встрече с женихом. Платок на голове – символ будущей семейной жизни. На глазах невесты слезы. Девушка уходит из отчего дома. Она знает, ее жизнь не будет легкой. Традиции предков складывались из суровых реалий жизни. Нагайцы – народ кочевой. Во все времена занимались скотоводством. Пасли овец. Простые нагайцы жили в нищете. Потому и дочерей старались выдать замуж, едва исполнялось им 12-13 лет, лишь бы избавиться от лишнего рта. За невесту брали баранов, чтобы прожить самим. Богатая история нагайцев, связанная с войнами и миграциями, разделила этот народ на 4 группы. Родственные карагашам – нагайцы-юртовцы, утары и кундровские нагаи. Современные нагайцы произошли от тюрков. Свою лепту в формирование этноса внесли многие племена и народы, проживающие в самой западной части Великой Степи. Но самоназвание нагайцы взяли от имени золотоордынского темника Нагая, улус которого во второй половине XIII века занимал земли от левого берега Дуная до Днестра. Сегодня в России проживают немногим более 100 тысяч этнических нагайцев, из них около 8 тысяч на территории Астраханской области. Ростопуловка – одно из сел этого края, где живут нагаи-карагаши. На русский язык карагаш переводится как «темный лес», а карагаши – темнолесники, то есть люди, живущие в темном лесу. В Ставропольском крае есть станица Темнолесская. Именно оттуда и пришел в низовье Волги этот народ. Отец Бибинур Аль-Мухамедовой, Кубай Ашигалиев, являлся носителем нагайских традиций, нагайского эпоса. На основе его рассказов многие ученые воссоздавали истинную историю нагайского народа. Когда никто не знал, кто такие нагайцы, все считали нагайцев татарами, он разговорил, что нет, мы нагайцы, мы выходцы из Кубани, что наши исконные корни оттуда. Наш род Сиит Баба, Сиит Алтаяк. Вот Сиит Баба наш... Жетті күнде батарға, кетті қыслар ятарға. По нагайским обычаям имя ребенку принято давать в первый же день после рождения. В дом приглашают муллу, и он нарекает младенца. Обряд именоречения по традиции проводится нагайцами-карагашами на 40-й день после рождения младенца. Считается, что раньше ребенка нельзя никому показывать, его берегут от сглаза, от болезней. К тому же, по поверью, на 40-й день, а это для нагайцев сакральное число, от ребенка уходит глупость. На 40-й день младенца кладут в колыбель. Совершающая обряд именоречения спрашивает у собравшихся, правильно или неправильно кладет она ребенка в кроватку. Ей отвечают правильно, как бы указывая верное направление начавшегося жизненного пути новорожденного. Все обрядовые действия, все движения имеют глубокий смысл. Здесь все подчинено будущему благополучию младенца. Будь то нечетное число одежд старейшин на спинке колыбели, либо щедрое подношение гостей. После окончания обряда именоречения на полу расстилают дастархан. Если в семье нагайца рождается мальчик, в жертву приносят 2 баранов, если девочка – 1. Главное блюдо торжества – голова барана. Голову подносят мулле. Он может разделить ее между гостями сам, а может предоставить это почетное право одному из старейшин. В исконных традициях нагайцев принято сидеть на полу, на так называемом мандере – тюфячке с национальным орнаментом. Но если мужчины могут себе позволить свободу в движениях, то женщины строго соблюдают устои предков. У нас женщины сидят вот так, в одном боку. Раньше мне мама говорила, что это, что должен человек чувствовать прочный фундамент под собой. Как вы видите, у меня даже на кафтане, на шипкене вот такие вот узоры, треугольники. Это обозначает основа, фундамент и верхушка, обращенная к Всевышнему. Ведь юрта тоже имеет конусообразную такую вот форму.
Традиционный нагайский костюм и у мужчин, и у женщин простого приталенного кроя. Но если женские кафтаны украшены символами, на мужских ничего лишнего. Главные атрибуты мужского нагайского костюма – папаха, пояс и кинжал. Пояс символизирует статус воина. Чем больше на поясе висячих элементов, тем выше статус его обладателя. В былые времена показаться на улице без пояса равносильно предстать голым перед людьми. На пояс крепился кинжал. Доставать кинжал без надобности нагаец не имел права. И это было оружие, которое доставали самое последнее. То есть, когда вот сломалась шашка, сломалось ружье, это, так скажем, последний шанс. Если человек доставал кинжал, это означало, что он будет биться уже до конца. Нагайка, по-нагайски камши или камча – плеть, которой управляли лошадьми. Сплетенная или сшитая из сыромятной кожи, нагайка находилась в каждой нагайской семье. Нагайку считали сакральным предметом. С помощью нее отгоняли нечисть от живых и мертвых. Чтобы злые духи не коснулись умершего, арбу, на который его везли хоронить, стегали плетками. Живым клали под голову, когда человек спал. А во время обряда именно речения камчой крутили над головой малыша, если это был мальчик. Был такой замечательный нагайский средневековый поэт Досмамбет Тазаула XVI века. И в бою он потерял камчу в своем последнем бою и считал, что нельзя потерять камчу. Это все равно, что тоже честь потерять. Ее нельзя было как-то с ней попросту так обращаться неуважительно. Ее вешали на самое видное место, чтобы домашние знали, кто в доме хозяин. Село Татарская Башмаковка, расположенное в Приволжском районе Астраханской области, населяют в основном юртовские нагайцы. Они – потомки местных нагаев, проживающих здесь еще до присоединения Астраханского ханства к Российской империи в 1556 году. Сами юртовцы свое село называют Казан в честь его основателя Гилы Казана и никак не относят себя к татарам, хотя в советское время такие попытки и предпринимались на самом высоком государственном уровне. Чуть позже нагайцев пытались приравнять и к казахам, но генетические исследования, проведенные уже в 21 веке, показали беспочвенность всех попыток. По словам исследователя-краеведа Амира Мусаева, так называемый монгольский ген составляет у казахов 90% от общего количества генов, в то время как у нагайцев он не дотягивает и до 10%. Нагайцы имеют свой язык и свою письменность. Сегодня нагайские тексты создаются на кириллице, но было время, когда нагайское письмо имело в своем составе и латиницу, и арабский алфавит. Однако первыми элементами письменности нагайцев были руны, ставшие основой родоплеменных знаков. У каждого нагайского рода был свой отличный от других знак, по-тюркски – тамга. Тамгу утверждал для рода глава семейства – отец. Тамгу наносили на оружие, домашнюю утварь, на жилище. Тамгами метили скотину. Когда человек умирал, тамгу наносили на надгробие. На старом сельском кладбище Татарской Башмаковки сохранилось много подобных захоронений. В непосредственной близости друг от друга лежат представители одного рода. Это видно по одинаковым тамгам, но некоторые тамги имеют все же отличия. По мере того, как род расширялся, сыновья уходили, так скажем, из семьи, отцы давали им, значит, к своим основным тамгам какие-то дополнения. Вот если мы обратим внимание на эту тамгу, то на ней сверху стоит черточка и еще точка. То есть это вот типичный пример сложно-составной тамги. То есть она показывает, как род делился на определенные ветви. Ну, здесь показано, да, что представитель, вернее, покойник, который лежит в этой самой могиле, он, видимо, там является там носителем данной тамги там, в 3-м, 4-м, 5-м поколении. Испокон веков каждый нагаец хранил знания о принадлежности к тому или иному роду. В селах юртовских нагайцев представители одного рода обычно селились рядом, разделяя села на кварталы. Каждый квартал имел свое название и свою мечеть. Но в конце XIX века, после перевода юртовских нагайцев из категории служивых в категорию государственных крестьян, родоплеменные названия стали постепенно стираться. Фамилий нагайцы не имели вплоть до Октябрьской революции 1917 года. Чтобы хоть как-то отличать друг друга, юртовские нагайцы ввели в обиход родовые прозвища. Свои отличительные самоназвания имел каждый род. Эти прозвища используются и сегодня. Ну, прозвищ много. Алаш, там прозвище... Алаш, кстати, это родовое название. Есть прозвища, связанные с этими, там, ну, какие-то вот животные эти термины используют, там, названия животных, да, бытовые и прочие. И когда вот это прозвище произносят, сразу местные определяются, говорят, а вот
об этом идет речь. Тамга – принадлежность к роду. Необходимость в тамгах сохранялась, пока нагайцы жили родовой общиной. Позже, при переходе к соседской общине, надобность в тамгах практически отпала. Тамги ушли в забвение. Но сегодня с ростом нагайского самосознания эти отличительные знаки рода вновь возрождаются. У хана Нагая, рода основателя нагайцев, тоже была своя тамга, ставшая ныне отличительным знаком целого народа. Сегодня эта тамга, нанесенная на национальное знамя, хранится в каждой нагайской семье, в каждом доме. Ее наклеивают на сотовые телефоны, на автомобили. Она присутствует на свадьбах и других значимых событиях в жизни нагайцев. Идет возрождение самосознания нагайского народа, возрождение традиций, обычаев, языка. Наши бабушки, дедушки всегда нам говорили «без нугайлар», что переводится «мы нагайцы». Как бы нас другие народы не называли, внутри, в наших кланах, в наших семьях, внутри нашей общины мы всегда друг друга называли нугайлар. Сохранить индивидуальность, передать потомкам национальное наследие предков – основная задача нынешнего поколения нагайцев. Сегодня ведется работа как по сохранению устного народного эпоса, так и письменных источников. Готовится к переизданию книги по истории нагайцев и развитию нагайского языка. Одна из заповедей Кодекса чести нагайцев гласит «не возносись». Это значит, каких бы высот ни достиг нагайец в жизни, он не должен кичиться заслугами. Не он про себя скажет, но люди отметят его достоинство. Так и живут нагайцы. Малый, но самодостаточный народ России.